Вы смотрите «Итоги дня», где мы вам расскажем о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. Расходы возмещаются через органы социальной защиты. Родители военнослужащих, призванных в рамках мобилизации, проходят реабилитацию в санаториях Якутска. Предотвратить развитие ишемического инсульта. В Якутии впервые провели операцию по стентированию сосудов головного мозга. Подготовка специалистов для промышленных предприятий на местах. В Нерюнгринском районе уже в следующем году откроется новый центр подготовки кадров. Количество медалей, завоеванных на официальных стартах в чемпионатах России, Европы и мира, составило 148. Министерство спорта Якутии подвело итоги уходящего года. В массовке участвуют тысячи студентов и задействованы все театры республики. В Якутске покажут массовое театрализованное представление к 125-летию Максима Амосова. Работа по доведению установленных мер социальной помощи семьям мобилизованных почти завершена. Продолжаются работы по единичным случаям, где необходимо разбираться в ситуации индивидуально. На ближайшем заседании правительства будет принят порядок мер обеспечения детей военнослужащих в возрасте до 3 лет адаптированной молочной смесью. Об этом рассказала во время брифинга заместитель председателя правительства Ольга Балабкина. Необходимо обращаться в управление по труду и занятости именно самих муниципальных образований, в администрации муниципальных образований. Если, например, необходима помощь по переезду к месту лечения военнослужащих или по каким-то иным жизненным ситуациям. Наши органы местного самоуправления, так же как и органы государственной власти, готовы оказать любую поддержку семьям военнослужащих. И, как говорит глава республики, тыл должен быть надежен. Между тем, родители военнослужащих, призванных в рамках мобилизации, проходят реабилитацию в санаториях Якутска. Расходы на путевку возмещаются через органы социальной защиты. Максимальный размер поддержки составляет 60 тысяч рублей. Так, в санатории Абырал бесплатно прошли лечение 4 человека из Намского и Усть-Алданского районов. Они ходили в массажный кабинет, прошли ряд процедур в грязелечебнице и соляной комнате. В санатории также оказывает психологическую помощь, организовывает массу культурных мероприятий, в том числе проводятся творческие мастер-классы, конкурсы, состязания по настольным играм и концерты. Все это эффективно влияет на реабилитацию здоровья родителей, чьи сыновья участвуют в СВО. Мы стараемся делать все возможное, чтобы у них, самое главное, чтобы психологический настрой был хороший. Поэтому проводятся все процедуры, которые у нас есть. Это физиолечение, это массаж, ЛФК, фитотерапия, галотерапия. Да, то есть всевозможные, которые ориентированы для того, чтобы восстановить их здоровье. Путевка, значит, оплачивается у нас через Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Да? И там есть установка, что оплачивается до 60 тысяч рублей. В Ленске открылась новая многотопливная автозаправочная станция номер 48. Торжественное мероприятие по ее запуску состоялось 17 декабря при главе республики Айсене Николаеве и генеральном директоре Саха-Нефтегазсбыт Викторе Лебедеве. Более подробно смотрите в нашем сюжете. Вторая на Дальнем Востоке многотопливная автозаправочная станция появилась теперь и в Ленске. Торжественно запустили новый объект глава республики Айсен Николаев и генеральный директор акционерного общества Саха-Нефтегазсбыт Виктор Лебедев. Хотел бы выразить благодарность главе нашей республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву за постоянную поддержку, также правительство республики Саха-Якутия в лице первого зампреда Дмитрия Дмитриевича Садовникова. Также и, конечно, родной свой коллектив за слаженную и эффективную работу. Спасибо. Реконструкция автозаправочной станции началась в июле текущего года. Она обошлась в 330 миллионов рублей. Пока перепрофилирует свои автозаправки только Саха-Нефтегазсбыт. В Ленске автозаправочная станция номер 48 самая крупная и она же наиболее востребованная. С проведенной реконструкцией она стала еще и самой удобной. В субботу решили первый раз заехать, опробовать. Очень удобно, что с двух сторон могут машины подъезжать, не делить заправку, как раньше, вот колонку, а заправлять сразу с двух сторон. Очень приятно, что магазин открылся, что кофе можно себе все налить. Девушки быстро обслуживают, очередь не скапливается. В общем, довольны, спасибо, все здорово.
Теперь у ленчан появилась возможность заправляться и компримированным природным газом, который в разы дешевле традиционных видов топлива. Помимо бензина, дистоплива и газа на заправке уже можно заряжать и электромобили. Для этого предусмотрена электрозарядная станция, где электромобиль полностью заряжается за 15 минут. Даже и электромобили можно будет заряжать. Вот. Надеюсь, что в Ульяновске они тоже появятся, так как они сейчас появляются в Якутске. И вот расширение этого направления, расширение перехода на газомоторное топливо сегодня активно поддерживается из федерального бюджета. Со следующего года уже правительству республики, благодаря нашим переговорам с федеральными министерствами, удалось добиться того, что будут уже отдельные субсидии для как раз перевода транспорта на газовое топливо. Глава республики Айсен Николаев отметил значимость и необходимость перехода на газомоторное топливо в целом в стране и в республике. Переход на газовое топливо, по нашим расчетам, будет экономить порядка 30-40% тех расходов, которые мы сегодня несем, используя бензин и дизельное топливо. С этой точки зрения у нас, как у региона, у которого есть достаточно огромное количество газа, конечно, переход этот очень оправдан. Илдархан упомянул и про экологические плюсы, которые очень важны для жителей республики и природы. Также нельзя не отметить и то, что сегодня акционерное общество «Саханефтегазбыт» является единственной в республике компанией, осуществляющей строительство многотопливных автозаправочных станций. Кстати, в здании новой автозаправочной станции теперь есть и торговый зал, где представлены автотовары, продукты питания и напитки. Здесь можно поесть вкусный хот-дог и выпить настоящий кофе. В общем, созданы все удобства для комфорта ленчан. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутии впервые провели операции по стентированию сосудов головного мозга. В республиканской больнице номер 2 прошел мастер-класс для местных врачей. Его провел врач-нейрохирург из Санкт-Петербурга Андрей Петров. Наша съемочная бригада побывала на одной из операций. Сегодня мы в городе Якутск выполнили достаточно высокотехнологичную и сложную операцию по выключению у пациентки множественных аневризм внутренней сонной артерии головного мозга. Аневризма сосудов головного мозга – это патологическое локальное выпячивание истонченной стенки мозговой артерии. Другими словами, сбоку образуется своеобразный мешочек, наполненный кровью. Заболевание опасно тем, что аневризма может в любой момент лопнуть или привести к инсульту, а операция же восстанавливает проходимость артерии. Мы устанавливаем поток перенаправляющие стенты. Это специальные, по сути дела, плетеные модели сосуда, которые эндоваскулярно имплантируются на уровень больной артерии. Потому что именно больная артерия, она и является причиной того, что на ней появляются аневризмы. И за счет имплантации подобного стента мы решаем сразу две проблемы. И выключение аневризмы, и в данном случае 3 одна за другой, и профилактику того, чтобы аневризмы больше никогда и не выросли. Важная особенность этого метода заключается в том, что он дает возможность обойтись без разрезов на коже. Достаточно лишь небольшого прокола в месте введения катетера. Ранее такие операции в республике не практиковали. Сейчас же, после этого мастер-класса, такое оперативное вмешательство будут проводить и в Якутии. Сейчас существует очень много людей, которые в диспансерном учете стоят с аневризмой головного мозга, с тяжелыми, сложными аневризмами или с множественными аневризмами. Тех мы, как правило, отправляли в ближайший, например, Новосибирский институт Мишалкина отправляли. Но там, как мы знаем, там своя очередь есть, там свои квоты есть. Если мы сейчас внедрим вот эту технологию, то есть установки стента, поток перенаправляющих стентов у нас, то это в будущем, конечно же, доступность вот этой операции будет достаточно широка, то есть и в нашей республике. Именно такие операции спасают жизни людей. И благодаря специалистам из других городов в республике широко внедряются новые технологии в сосудистой хирургии. Кристина Якупова, Григорий Николаев, Якутск. Также впервые в республике начал свою работу патронажный участок при Якутской городской больнице номер 2. Целью создания такого участка является мобильный медицинский осмотр для немобильных или маломобильных людей. Как проходит работа, узнала Галина Чекурова. С 12 декабря ведется активная работа патронажного участка. Так, врач и медицинский брат ездят к немобильным жителям столицы и проводят диагностику, а также собирают анализы и проводят вакцинацию. Всего на данный момент осмотр прошли 25 человек. Мы взяли как эксперимент 3 участка
да, терапевтических участков. Выделили из них, значит, маломобильных пациентов. Эта группа где-то примерно около 300 человек у нас будет, да, которые, ну, по причине своего здоровья не обращаются, именно не приходят в поликлинику, а к ним приходят всегда только на дом. Это маломобильные пациенты. Возраст может быть разный. Молодые, старше 18, да, ну, от 18 и старше люди. Ну, конечно, в основном это у нас пожилые люди, ветераны и так далее, инвалиды. Специалисты отмечают, что с начала работы данного участка у терапевтов сократилось количество работы. И теперь врачи имеют возможность принимать больше пациентов. Так, работа терапевтического отделения увеличилась с 3 часов до 6. За это время, конечно же, улучшилась доступность для пациентов. График работы составлен таким образом, что первичные и повторные пациенты, конечно, большую часть времени занимают, но у участковых терапевтов появилось время для планирования профилактических мероприятий, для охвата пациентов в плане проведения профилактических мероприятий. Это ДГВН, ПМО, профилактические медосмотры, и для пациентов, перенесших COVID-19, углубленную диспансеризацию. По словам участкового терапевта Николая Семенова, сейчас работать стало легче, потому что ему не надо ездить по неотложным вызовам, так как патронажный участок помимо немобильных граждан посещает пациентов, которые вызвали врача на дом. Очень ощущается большая, значит, разница, да, потому что появилось очень много времени, чтобы заняться пациентами более вплотную. Вот. Очень поддерживаю эту инновацию, вот, создания патронажного участка. До этого приходилось ходить на вызова, и вот там, конечно, мы охватывали, старались охватить всех, да, но не всегда это получалось из-за того, что было ограничено временем, просто ограничено временем. А сейчас, раз у нас появился патронажный врач, он прямо всех поименно каждого обходит, значит, пациентов. Специалисты отметили, что в случае необходимости более углубленного обследования за больными приезжает специализированная машина в сопровождении врача. По окончании медицинского осмотра эта же машина увозит пациента домой. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск. Состоялась итоговая коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. На заседании рассмотрели вопросы о мерах по развитию инфраструктуры Намского улуса, о концессионном соглашении Намкоммунтеплоэнерго, о ходе реализации проекта строительства атомной станции малой мощности, а также о ходе исполнения соглашения о сотрудничестве при реализации проектов по модернизации дизельной генерации между правительством республики и Росгидро. Кроме этого, подвели итоги уходящего года. По словам министра Вячеслава Емельянова, Намкоммунэнерго в позапрошлом году первой в Дальневосточном округе подписала концессию, вышла за пределы Намского улуса и успешно реализовала проект в селе Батыклах Усть-Алданского улуса. Мы в северных и арктических районах кратно увеличиваем надежность, бесперебойность и качество электроснабжения наших потребителей северных и арктических районов. Мы провели работы по изысканию строительства атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга Устьянского улуса. Начинается строительство временного строительного городка с вводом в эксплуатацию в следующем году. И первые бетонные работы по строительству атомной станции малой мощности должны быть начаты уже в 2024 году. Готовить специалистов для промышленных предприятий Нерюнгринского района на местах. Именно такую задачу будет выполнять новый центр подготовки кадров, который откроется уже в следующем году. Иван Лазаренко с подробностями. Южно-Якутский технологический колледж города Нерюнгри стал победителем конкурса в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и получит федеральный грант в виде субсидий на реализацию проекта Центра кластера подготовки кадров в горнодобывающей отрасли Якутии. Всего на эти цели в 2023 году направят 100 миллионов рублей. Программа предусматривает не только сокращение сроков там, где это возможно, но и в первую очередь она направлена на интеграцию образовательного процесса с полным производственным циклом как раз субъектов экономики республики, но в данном случае горнодобывающей отрасли. В рамках данного проекта создания Центра кластера по подготовке кадров будут выполнены очень много мероприятий. В частности, это обновление материально-технической базы, на которую предусмотрено 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Обязательным условием для получения гранта было наличие компаний-партнеров. Таким образом, на этапе подготовки заявки к конкурсу активно заинтересовались
заинтересовались проектом компании «Эльга-Уголь», «Колмар» и «Якут-Уголь», которые обозначили свою финансовую готовность поддержать центр и передали оборудование для обучения студентов. Вот в рамках сетевой формы взаимодействия мы будем реализовывать 15 образовательных программ. Это не только непосредственно, допустим, как подземная разработка, открытые горные работы. Там будут и сварщики, и электромонтеры, и даже специалисты по информационным технологиям. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что главная задача – готовить те кадры, которые нужны сегодня предприятиям. Заявка предприятия есть, соответственно, мы должны открыть ту или другую программу подготовки. Со стороны образовательных учреждений партнерами выступают Алданский политехнический техникум, Ленский технологический техникум и Горно-геологический техникум в Хандыге. Проектом кластера предусмотрено создание 4 новых лабораторий, а в рамках данного кластера предполагается, что по новым образовательным программам будут обучаться порядка 2100 студентов. Конечно же, мы ждем активных, целеустремленных, готовых ребят к получению прежде всего профессионального образования, которые после прохождения обучения по программе «Профессионалитет» в дальнейшем смогут трудоустроиться и уже работать на предприятиях угледобывающей отрасли. Начнет свою работу в полном объеме новый кластер подготовки кадров в горнодобывающей отрасли Якутии уже 1 сентября 2023 года. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Министерство спорта Якутии подвело итоги работы за 2022 год. Так, в целях вовлечения в систематическое занятие физической культурой и спортом населения республики за год было проведено около 500 спортивных мероприятий. Самые значимые соревнования, посвященные столетию Якутской ССР, стали 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу, 8-е спортивные игры народов Якутии, а также международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Количество медалей, завоеванных на официальных стартах в чемпионатах России, Европы и мира составило 148, в том числе 82 золотых, 22 серебряных и 44 бронзовых. Кроме этого, десятка лучших по олимпийским, неолимпийским, национальным и адаптивным видам спорта по итогам уходящего года будет названа на торжественной церемонии награждения «Бал чемпионов», которая пройдет 23 декабря в культурном центре «Сергеляхские огни». Ну, уходящий год у нас тоже очень богат спортивными событиями. И тоже в якутском истории спорта тоже будут прописаны новые истории, новые звезды, новые легенды. Нашим ведущим, лучшим спортсменам будет вручены такие статуэтки. В Якутске покажут массовое театрализованное представление к 125-летию Максима Амосова. Зрелищное мероприятие посвящено закрытию года столетия Якутской ССР и 390-летию вхождения Якутии в состав России. В массовке участвуют около 1000 студентов образовательных учреждений Якутска. Задействованы все государственные театры республики, а также мужской хор Намского района. Главным режиссером выступил директор Якутского колледжа культуры и искусств Захар Никитин. Главный сценарист Мария Боппенова, хореограф Алена Павлова. Представление «Дорогой яркого Максима» покажут 22 декабря в спортивном комплексе «Триумф». Мы стараемся осветить всю его жизнь от рождения и какие заслуги он сделал перед нашей республикой, и что он является действительно выдающимся политическим деятелем не только нашей республики, но и всей страны. Мы основной упор делаем для молодежи, и использовали такие режиссерские приемы. Компания «Алроса» традиционно поддерживает районы, в которых сосредоточено компактное проживание коренных малочисленных народов Севера. За последние 6 лет общий размер целевой помощи этим районам со стороны групп компании «Алроса» составил свыше 1 миллиарда рублей. О пройденном этапе и перспективах дальнейшей поддержки говорили на встрече руководства компании с Ассоциацией малочисленных народов Севера. Встреча состоялась 18 декабря. Все подробности у Анны Пшениковой. Анабарский, Оленёкский, Жиганский, Булунский, Эвено-Бытантайский улусы, а также Садынский и Венкийский национальный наслег и Бутообинский наслег Мирнинского района. Эти территории традиционно поддерживает компания «Алроса».
Помощь горнодобывающего гиганта и своевременно, и ощутимо. Благодаря промышленникам в районах ведется строительство социально значимых объектов – больниц, школ, дворцов культуры. И останавливаться алмазодобывающее предприятие не собирается. В наступающем 2023-м «Алроса» планирует выделить на нужды подопечных районов 250 миллионов рублей. Компания традиционно помогает реализации многих проектов через фонд будущих поколений. Мы и сегодня были на одном из объектов, который скоро будет торжественно открыт. И недавно были открыты объекты медицинские в Жиганске, в других арктических районах. Мы понимаем, что и дальше новые объекты будут открываться. Приятно, что такие объекты есть возможность финансировать за счет тех результатов, которые сегодня показывает компания «Алроса». Не первый год компания активно поддерживает проекты, направленные на сохранение и развитие культуры малочисленных народов Севера. Будущий год не станет исключением. На встрече руководству компании были представлены новые инициативы. Каждая из них направлена на возрождение культурной самобытности Севера. Научное сообщество представляем целых 3 проекта, хотим представить. Да? Они направлены на документацию, фиксацию исчезающих языков, их культуры, да, вот, народов Севера Сибири и Дальнего Востока. И вот нам бы хотелось реализовать вот это, чтобы, как говорится, вернуть народу это вот фольклорное богатство. В рамках прошедшей встречи с членами ассоциации говорилось об успешно реализованных проектах. Например, экологических, таких как мониторинг популяции дикого северного оленя. Или культуросберегающих. Это, например, издание книги «Колодец сказок», проведение фестиваля «Язык предков», ярмарки мастеров Аяр-Ус или проекты «Кындыкан». Все они состоялись благодаря поддержке «Алроса». Теперь ассоциация предложила для обсуждения новый круг вопросов. Это, конечно, вопросы культуры, сохранения культуры, языка, издание книг на языках коренных малочисленных народов, поддержки молодых, это оленеводов, коренных малочисленных народов, писателей, поэтов. И то, что мы говорим живое, которое не должно исчезать. Это, конечно, вопросы образования, культуры. По словам генерального директора Сергея Иванова, в будущем году компания «Алроса» продолжит тесное сотрудничество с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера. А это значит, множество новых проектов будут реализованы. Анна Пшенникова, Кристина Якупова, Руслан Ачиров, Якутск. Состоялась торжественная церемония подведения итогов реализации проекта «Сохраним памятники». Символично, что реализация проекта началась за 3 года до празднования столетия якутской автономии и была приурочена именно к этой знаменательной дате. В республике в рамках данного проекта восстановлен 41 объект исторического и культурного наследия в разных районах Якутии. В этом приняли участие многие якутяне, организации и органы власти, которые провели восстановление за счет собственных средств. Одной из главных целей данного проекта является популяризация знаний об истории Отечества и патриотическое воспитание молодежи. Помимо всего, участники мероприятия торжественно открыли фотовыставки «Сохраним памятники времен. Связующая нить» и «Сохраняя наследие Якутии. Столетие СССР посвящается». Мы на сегодня уже имеем 4 заявки на участие в проекте «Сохраним памятники» в следующем году. То есть, по сути, проект уже продолжается. Мы сегодня будем вручать благодарственные письма, награды всем участникам проекта. Всего восстановлено за эти годы 41 объект. К слову, нами разработан специальный знак под названием «Участники проекта «Сохраним памятники» 2019-2022 года». С целью консолидации журналистского сообщества впервые в республике прошел этно-медиа-форум. В мероприятии приняли участие студенты Северо-Восточного федерального университета, колледжи и иностранные студенты. Главной темой форума являлась реализация государственно-национальной политики в стране. Мероприятие проводится на нескольких площадках. Спикерами выступали представители правительства, различные председатели общественных организаций, а также блогеры. В форуме приняло участие более 140 человек. Стоит отметить, что организаторы планируют проводить этно-медиафорум ежегодно. Вопросы сохранения межнационального мира и согласия, межконфессионального диалога между представителями различных конфессий, диалога между различными национально-культурными объединениями, которые представлены у нас в республике, а их более 70. У нас представлены в республике более 160 религиозных организаций. И, конечно же,
На форуме будет обсуждаться в том числе и проблематика современного состояния этнической журналистики, той, можно сказать, отрасли журналистики, которая направлена на освещение вопросов, событий, проблемы, которые как раз связаны с реализацией национальной политики в нашей стране. Вышла в свет книга видного государственного деятеля Якутии Алексея Дмитриевича Широких. В стенах Национальной библиотеки состоялась презентация сборника о жизни и деятельности одного из ярких представителей национальной интеллигенции начала 20 века под названием «Жизнь и деятельность». Всего в сборник вошли 103 документа, выявленных в фондах Национального архива Республики и Государственного архива России, значительная часть которых вводится в научный оборот впервые. Сборник документов, который мы сегодня презентуем, это, значит, такое специальное издание, которое издают архивы по всей России по разным темам. И в этой книге включены документы, которые хранятся в нашем национальном архиве, которые проливают свет на жизнь и деятельность Алексея Дмитриевича Широких. На сегодня у нас все новости, но наши корреспонденты продолжают следить за событиями. Всего доброго.